Ну что, Валерий Батькович, световой день кончается. Успеем мостик сделать для замора? Попытаемся. Ну. Сейчас мы будем работать на предполагаемый замор наступающей зимы. Прошлую зиму замора не было, позапрошлый замор был. И приличный, блин. Когда с озера в ручей вся рыба ломанулась спасаться. И на проход мы тут лунку делали. Ну тоже как повезет, в принципе. Чтобы не упасть, мы тут мостик делаем. Ну уносит, блин, каждый раз. Железный потом делаем. Так, ну ладно. Очередной мостик делаем. В прошлом году мы из хороших кругляшей делали, 2 штуки положили. В принципе, особой разницы нету. Можно, например, если это, что только, чтобы зимой не соскользнуть, штуки 4 может. А что? Не сгниет же? Нет, не должно. Качаться сильно не будет, там 1,5 метра ширина ручья. Ну что, с этой их и сбацаю сейчас. Давай. Так, это туда. Так, ну-ка. Пойдет, наверное. Первая. Пошла. Так. Порубали, попилили. Потом надо отнести. Слушай, а тут рядом под ногами сухостойно валяется. Вроде не гнилая. Сейчас я ее тоже чикну. Гниловато с одной стороны, но на зиму выдержит, надеюсь. Осторожно. Смотри, тут он плечи, ну, вроде целая. На эту зиму хватит. Хватит. Опа! Сопротивляется. Немножко разного диаметра, да ладно. Тут не мостик, а супер мостик. Если честно, я от этой работы весь в поту. Причем в пот я вогнался не тогда, когда тут везде работал, а когда этот мелкий шиповник край берега рубил. Блин, их там чистокол такой стоит. А замах надо делать. Даже не ощущается, что +3. Ну, с Васей у нас проблема. Болото близко, доехать до ручья, замор. На снегоходе. Буераков много. Чуть-чуть лучше. Бензин кончился. Ну что, Валерий Батькович, 3:30. Темно уже. Темнеть начинает. Да. Темнеет. Сумерки натуральные. А нам час еще тупать. Ой, а где трупа-то? Вот я и думаю, вот так. А, вон, блин. О. Замаскировалась. Так, что тебе в руках таскать? Когда можно за спиной? Работать с тобой уже поздновато. За спиной тебе легче пойдешь. Ну, полезай за спину. Побежали. Быстро темнеет. Надеюсь, успеем. Первый рябчик. Мы вообще-то камешки для глухаря насыпали, а тут рябчик пырх взлетел. А я думаю, стрельнуть или снимать? Стрельнуть или снимать? Думаю, дай сниму. Снять успел. А потом сзади топ-топ-топ, он дальше полетел. И далеко гад. Ну, бог с ним. Одиночка. Какой-то напряг в этом году с рябчиками. Где выводки? К ноябрю они вообще стаи должны сбиваться. А сейчас худо-бедно выводками должны держаться. Одиночные. Так что пускай размножается. Самые умные остались. Да. Ладно, бог с ним. Сейчас 6 секунд перекур и гоним, а то через 50 минут темно будет. Успеем дойти, думаю. Успеем. Слушай, а ты без шапки идешь?
мозги пусть остывают. Вроде на охоте ногами работает, а у меня мозги вскипели. Жарко стало. Сел перекуривать, у меня дым столбом идет. Аж верхушки сосен не видно. В смысле пар? Пар, да. М. Ну, сейчас поостыл немножко, вроде нормально. У меня шапка вообще летняя, и все равно жарко. Я что, сразу рябчика-то стрелять не начал. Думаю, стрельну, он вкуснятина, ужас. Но съешь и кирдык, и забыл про него. А тут снял, и на всю оставшуюся жизнь можно любоваться. Конечно, неплохо и то, и другое сделать, но не получилось, и ладно. Вторая половина октября пошла, а лес сухой. Да. Около этой коряжины по колено в воде все Да. шастали. А тут, В тапочках можно ходить. да, даже как-то обидно залез. И сейчас свет виден, успели засветло. Смотри, у меня приключения. Да. Что-то потерял. Где рябчика снял, я там ружье забыл. Надеюсь, успею сбегать. Конечно, успел. Туда-обратно за 20 минут надо было. Жизнь бека, блин. Говоришь, все это осматриваешь? Да, да. Меня отвлекло, что я ведро взял. И потом рябчик, суть японский городовой. В следующий раз точно стрелять надо нафиг. И ничего не забудешь. Да, однако, фонарик не взял. Могу в темноте уже. Сейчас прилично уже темно. Но ружье спасать надо. В принципе, сейчас я вхожу в ареал летания. Тут у нас медведь бегает. А в сумерках, говорят, он выходит пожевать. Ну, мне испугать особо нечем. Не секачом же. Ну, буду коду рогатую показывать. Ну, могу и снять. И сказать, пошел нафиг. И темнеет. Быстро. Но тропа видна пока. В сумерках темные бугольки, которые там в темноте видны. Воображение рисуешь, это запросто мишка может быть. Ладно, пошел нафиг. Сейчас дойду и будем смотреть, кто кого больше боится. В темных сумерках, а так блестит. То-то утки, блин. Поэтому и ружье стараюсь прятать. Ну, лежишь и лежишь. Давай, дожидайся. Ладно. Бывает в жизни огорчения. Что там темнеет? Будем считать, что коряга. Херня. Пока небеса светлые, это нельзя считать еще ночью. Жить можно. Тропинку не пройти. Приличные сумерки, уже приличные. Но, в принципе, за водой могу и успеть сходить. Наверное. Без фонарика имеется в виду. Включаем 4-ю скорость. Кто там зашелушался? Так, в приличных темных сумерках тропа стала теряться. Ну, надеюсь, дойдем. Глаз еще различает деревья. Камера почти практически нет. Иду! Скоро буду! Ну, по сути дела, успел. На пределе видимости. Не засекал, за сколько я добегал. Туда-сюда. 20 минут. Ну, время поджимало, вон на пределе видимости пришел. Фонарик забыл, рацию забыл, но главное успел за ружьем сбегать. Ладно, будем считать легкие приключения. Прошли. Я-то тебя обогнал, думал, за водой сбегаю. Но ты что, вроде бренчал, Да. думаю, за ведром пошел. Я ведро взял, я пошел за водой. А потом кирдык, а где же ружье, блин? Мать моя. Я свет сначала зажгал, а то темновато. Давай. Я развешал свое сырое. Ну да, вижу. Далеко светиться стал. В сентябре тут жили, да, +3, +4, ой, холодрыга. Да. А тут у нас кайф, юг, 3-4 градуса. Да. А, Это вообще загорать можно. ну, нам лишь бы рыбки попало. Посмотрим завтра. Пожалуй, тютелька в тютельку успел. Еще бы 10 минут и дороги перестал бы
тропу различать. Ладно, живем дальше. Да! Чего варить на вечер? Ой, давай гречку. Ну я с фонариком за водой пошел. Целый ритуал костер развесить. Да, я смотрю, ты так замысловато и дрова ложишь. Ну ладно. Вот водичка. Чай это святое. У меня даже эти вот вешала, тот для супа, это для чая. Никогда они меня не путают. Ну да, так и бывает. Ну все, Будем ждать ужина. итогов. Да. Пойду разомну кости. А я посижу.